Акбар, сложившийся топ-клуб, не было вообще мандража, когда пришел на первую тренировку, там, к ребятам? Ну, вообще Это было... первый твой топ-клуб ведь в карьере, получается? Ну, если не считать Минскую юность и Минское Динамо. В Беларуси это топ-клубы, поэтому... Нет, конечно, был мандраж, и я никого не знаю, я... В принципе, и такие ребята здесь уже выигрывали по 1-2 Кубка Гагарина, да, Данис Зарипов 5 или сколько? 5 выиграл, да, поэтому присутствовал, но не так, что прям руки тряслись, там, нет, старался успокоить сам себя. А как встретил? Ты заходишь в раздевалку, там, кто у тебя? Зарипов подошел, там, привет. Там. Да нет, просто пошел по кругу, поздоровался, и со временем немножко разобщаться, познакомиться с ребятами, как бы, ну, нормальный процесс. А с кем подружился особо вот, из партнеров за это время? Ну вот, в Финляндии как бы много общался с Игорем Ожигановым, Андреем Педаном, с Димой Юдиным. В фифу играли постоянно, да, опять же. И здесь на базе сейчас тоже Юдин живет, Лямкин Никита живет, поэтому на тренировку вместе ездим и вот с ними больше общаюсь. Так. Нет проблем, что ты один белорус в команде? Что? Что ты один белорус в команде? Ну, для меня нет. Языкового барьера нет, конечно, да? Да не, ну какой язык? Ну, малый, может, и по-немецки, но лучше вообще. Не, нормально. С Квартальным был персональный разговор какой-то о видении тебя в команде, там, роли, там, когда ты перешел в Акбарс? Что он тебе рассказывал? Или не было персонального разговора? Ну, персонального не было разговора. Ну, я приехал, когда первый день в Казань, сходил, пообщался с тренерами, объяснили, что как по тренировкам, а так роли в команде нет, не обсуждали с ним. Какие-то требования тренерского штаба стали для тебя новинкой? Чуть может выделить, там, что вот об этом я не знал? Там. Ну, вообще, да. Процесс как бы отличается от того, что было в Минске. И как бы в первую очередь, наверное, здесь требования просто сами по себе, стандарты, наверное, они выше гораздо. Нам нужно все делать в 2-3 раза быстрее, и очень много борьбы на тренировках, где тоже там нельзя просто там выйти, поковыряться, и надо, то есть, быть полностью готовым к тренировке и выкладываться там на 200%. И, ну, тренировочный процесс, он сам сложнее, чем был до этого у меня. Говорят, Квартальных, он приверженец атакующей игры стороны защитников. Четвертой пары защитников тоже касается? Это активнее, чем раньше участвуешь в атакующих действиях? Или так же, меньше? Я думаю, неважно в какой паре, в первой или четвертой. Если ты можешь подключиться в атаку, почему нет? То есть он просит дополнительно подключаться или по ситуации действовать как вот? Ну, я думаю, это по ситуации зависит, потому что, ну, просят, да, но ты же не побежишь там в меньшинстве подключаться. Или там, если устал, как бы, поэтому, я думаю, это зависит, игровой момент какой, стоит ли подключаться. Если там идет атака 3-1, зачем ты там четвертый нужен? А если по 10-бальной системе, вот, допустим, тренировки в «Динамо Минск» 5, то сколько по сложности тренировок у Квартального? Ты говоришь, что тяжело, в принципе, было, да, первое время? Насколько тяжело? Ну, да. Ну, тяжело, но я как не знаю, как оценить ее по 5-бальной шкале. Ну, тяжело, как бы, я говорю, опять же, стандарты, они просто сами выше, и все быстрее должно быть, так сравнивать, не знаю как. Ну, в Минском «Динамо» тренировался у Вудкрофта, у Дуайера, да? Казалось бы, канадские специалисты, то есть то канадский стиль, тоже скорости, физика и так далее. Неужели у Квартального еще жестче все это? Ну, вы уже, как бы, там тоже тяжело. У Вудкрофта тоже, у него был атакующий, везде, на каждом участке поляны тоже прессинг, давление постоянное, как бы тоже тяжело было. Просто я говорю о том, что здесь это как философия такая идет, как ты не можешь просто вот
выйти на игру, там, ты должен быть каждую секунду, каждую минуту ты должен быть сконцентрированным и от и до, то есть от первой до последней минуты, вот как бы и нельзя как бы расслабляться. У нас, в России как бы квартального считают, тоже есть там канадские нотки в хоккее. А с твоей точки зрения они присутствуют и насколько? И вообще какая разница вот, в игровом стиле «Динамо» Минска и «Ак-Барса» квартального? Да я не знаю. Ну, присутствует, как бы, да, канадский хоккей тоже он быстрый, агрессивный, и что, как и мы пытаемся сейчас играть, поэтому а чем отличается? Ну, сезон покажет, чем отличается. Так. Ты поиграл ведь и за океаном, Да. в лигах. И мне интересно, вот тебе лично, если там не учитывать какие-то патриотические моменты, просто какой стиль ближе, канадский или русский? В Германии ты поиграл в канадский стиль, за океаном тоже в канадский. В Минске непонятно, у вас были канадские тренеры. Ну, первый год в Минске канадский, да, был. Ну, что мне ближе именно? Да, как хоккеист. Мое личное мнение, что хоккеист должен подстраиваться под систему тренера, вне зависимости от того, это русский стиль, или либо канадский, либо там финский. То есть, как бы, ты приходишь в команду, ты подписываешь контракт, и ты должен как бы выполнять то, что тебе тренер говорит, и играть так, как по той системе, которую тебе дают. Поэтому, как бы, если ты не можешь этого сделать, то, ну, значит, плохо. А в Канаде что не получилось? Ну, как бы все игроки стремятся в НХЛ. Ты там играл не в НХЛ, естественно, а в низших лигах. Почему не удалось как бы там остаться, закрепиться? Ну, там своя история была, тоже долго рассказываю, там, с переходом. В словах. Ну, меня там тяжело отпускали из Минска, и поэтому я приехал туда приехал сначала к началу сезона, потом пришлось ехать обратно в Минск, и только, наверное, в начале января, там или в конце декабря я уехал обратно в Канаду на там 25 игр, и команда шла на последнем месте, и все как-то так скомканно получилось. Потом приехал обратно, и мне было там 17-18 лет, и остался в юности. Меня взяли на сборы в первую команду и у Михаила Михайловича Захарова, и я решил остаться просто. А варианты были остаться в Канаде? Еще попробовать, да? Насколько я знаю, нет. А в какой лиге играл? Восточная хоккейная лига. Команда как называется? Ледбридж. Ледбридж? Ну, да. Роб Клингхаммер оттуда. А в низших лигах хоккей вообще, наверное, там бей-беги, да? Можешь Ну, сказать? это как бы вообще Восточная хоккейная лига, это, CHL, как бы, это лучшая юниорская лига. Ну, да, в принципе, конечно, там присутствует и бей-беги, но это не значит, что там должен выходить, там, в стекло ее давать и бежать. Просто нет. Почему? Если ты можешь пас отдать, можешь отдавать, как бы. Там есть много хороших хоккеистов, которые, в принципе, основная часть игроков НХЛ из этой лиги идет, поэтому это хорошая лига для юниоров. А Краги сбрасывать приходилось? Один раз подрался там, да. С кем? Да я не помню, я не знаю. С местным канадцем? Ну да, канадцем. Победил? Ну, ничья была. Ничья? А как вообще, себя считаешь агрессивным защитником, как бы в Ак-Барсе, если понадобится, можешь там защитить вратаря там и так далее? Да, если надо будет, могу за себя постоять, за партнеров. Вообще, какая цель дальнейшая? Ну, как бы, наверное, есть какое-то желание вернуться в НХЛ стратегическое. Да я не был в НХЛ. Ну, да, Северная Америка. На данный момент у меня цель помочь Ак-Барсу выиграть Кубок Гагарина.
Думаешь, реально? Команда сильно изменилась по составу. Ну, ничего страшного. Все голодные, все хотят выиграть. И, может, это и к лучшему. Что получилось, что не получилось в Казахстане? 2 матча выиграли, 2 проиграли. Ну, Особенно первый запомнился, когда 1-6 было. ну, как бы, да, первый матч, может, где-то нервы, да, и немножко многое не получалось, поэтому скомканно получилось начало, потом вроде от игры к игре начали добавлять, исправлять ситуацию, и думаю, что следующий турнир будет удачней. Ну что ж, желаю удачи в следующем сезоне, Спасибо. чтобы все было Спасибо. отлично, без травм, главное. Спасибо большое.